представьте себе плотный забор. Что происходит за забором, можно увидеть через одну дырку, просверленную кем-то, или через, ну скажем, множество дырок, или вообще забора нет. И сейчас в каждой семье имеется видеокамера. Это глаз в историю. И стали как бы частью машины времени, через которые можно будет заглянуть в прошлое. Якутия навеки связала свою судьбу с великой многонациональной Россией. В этой истории были разные страницы. Был пройден сложный и противоречивый путь. Но значение этих событий невозможно переоценить с точки зрения исторической судьбы как российского государства, так и Якутии. Кто сохранил летопись всех тех событий? На чем все это фиксировалось? Прежде всего, это устные и письменные источники, культурные памятники, фотографии, магнитные ленты и кино-видеоизображения, которые сегодня также признаны частью культурного наследия человечества. Все это бесценно и дорого, как память. С точки зрения ценности для истории все кадры ценны. А насчет ценности, уникальности и по хронологии, потому как по освещению истории республики нашей, то мы гордимся тем, что у нас лежат кадры участия якутской делегации, скажем, в похоронах Ленина, в первом петроградском съезде в Баку, празднование 200-летия Академии наук России в Санкт-Петербурге. Например, у нас есть кадры, где мы можем увидеть приезд первых грузовиков в Верхояне. Как раз там случилось так, что экспедиция Академии наук выехала в Верхоянск, тогда и дорог-то не было, автомобильных, скажем. И они на своем трудном пути встретили караван оленей. Стойбище переезжало со своего места в другое место. И это первый в истории человечества, где кочевые эвенки, исконные жители этой земли, встретили 20 век технику. Республика Саха-Якутия является первым регионом России, где создано специализированное учреждение по комплектованию и сохранению кинолетописи, в фонде которого находится более 31 тысячи кино-видеодокументов о Якутии. Безусловно, что аудиовизуальные записи дают нам возможность заглянуть в прошлое. Они позволяют нам пережить общие страницы истории, ощутить, как создавались произведения искусства, увидеть, чем занимались люди в разных условиях и обстоятельствах, и увековечить историю – наш гражданский долг. Вот когда работаю генеральным директором киновидеообъединения, мы уже почувствовали, что скоро у нас вообще фонды исчезнут. И вот мы подумали, как-то хотя бы сохранить кинофильмы, сюжеты, которые сняты о нашей республике. Тогда уже начали мы откладывать в журнале, тогда еще «Восточная Сибирь» и так далее, много там журналов, где наши снимали о Якутии. Поэтому мы стали эти журналы откладывать отдельно, сохранили. Пенится жирный кумыс хмельной и веселый. Радеющие за свое дело кинематографисты Якутии, истинные патриоты своей родины, а тогда это были наш собеседник Виссарион Томский и его коллега Иван Жараев, стали опасаться, что крупицы истории, так кропотливо собиравшиеся годами, могут исчезнуть. Поэтому они поставили себе задачу во что бы то ни стало сохранить видеодокументы о Якутии. И потом перешла идея Ивана Сергеевича, давайте как-то мы давайте поставим вопрос о создании какой-то организации, чтобы хранить эти фонды.
Ну вот мы думали, сидели, Иван Федорович, и потом, как быть все-таки? Ну, материал надо готовить, надо договориться где-то с Советом министров, чтобы создать эту организацию. В Совете министров просмотрели, тогда работал председателем Совета министров Кадишев, и как раз с его подписью вышло постановление о создании государственное национальное кинохранилище кинодокументов о Республике Саха-Якутии 10 апреля 1996 года. С этого дня началась активная деятельность по работе кинохранилища, директором которого назначили почетного кинематографиста России Василия Пестерева. Объем работы был невероятный, а в штате всего 3 человека, и одному из них была отведена очень ответственная роль. Поездка в Москву стала стартовой площадкой по сбору архивного материала о Якутии. Вот меня отправили в командировку. Вот я был 10 дней в архиве, копался, очень много нашел. Конечно, там они не знают, что это такое и прочее, но все этот список я сделал, большой список сделал. Я с утра с 9 часов до закрытия вот этого архива сидел. И меня выгоняли оттуда. Говорят, много денег платить, что ли, давай уходите. Мы уходим все. Вот все-таки я собрал очень много документов, и список составил, приехал. Этот список я вот передал. Я очень долго договаривался все-таки директором, все-таки уговорил. В прошлом Исаак использовал с тайонами шаманами в своих... Таким тяжелым трудом удалось приобрести материалы о Якутии, которые в дальнейшем послужили отправной точкой по созданию уже своих фильмов и передач. Так, благодаря Национальному кинофонду, авторы программ завоевали зрительскую аудиторию всей республики. Народ узнал, что у нас есть такое учреждение, и начали звонить. Очень много откликов было о этих сюжетах, о этих фильмах. И спрашивали все, когда будет эта передача и тому подобное. Пока шли передачи по национальному телевидению и велась расширенная поисковая система уникальных материалов, принимались все меры по разработке нормативов. Ведь до этого подобной работой в республике никто и никогда не занимался. Для этого ознакомиться с материалами этого архива, Московского архива, что же, какие же документы у них имеются, чем они руководствуются. Мы же не знали ничего абсолютно. Пошел вот национальный архив наш и попросил у них документы тоже, какие у них основополагающие документы имеются, на чем они имеются, какие положения, уставы и прочее, какие законы имеются. Вот я ознакомился и начал писать устав. В данный момент по всей России нет единых нормативов, правил комплектования и сохранения. Мы по регионам работаем по-разному. На самом деле вся работа строилась сперва на энтузиазме, а потом начали разрабатывать свои нормативы, начали контактировать с другими регионами. Когда были продуманы основные организационные моменты, появился и алгоритм работы. Люди приносят материалы, и начинается многоэтапный процесс. Они сперва попадают к экспертам. Производится экспертиза на предмет того, что ценности, уникальности вот этого кадра, видеоматериала, который поступил. Если эксперты решат, что материал подлежит государственному хранению, учету, тогда материал поступает в отдел хранения. Там присваивается государственный номер, делается 3 копии, основной, рабочий и страховая копия. Сейчас таких аппаратов вы нигде не видите. В советское время готовили специалистов, так называемых кинопроверки. А сейчас вот такие рабочие столы сохранились у нас, и специально у нас тоже сохранилось. Это регламентные работы. Каждые 2 года все ленты должны просматриваться. Каждые 2 года? Да, каждые 2 года проверяться качество. Наш отдел
занимается учетом и систематизацией наших фондов. И в основном мы руководствуемся правилами организации хранения, учета архивных фондов Российской Федерации. И начали работу по сдаче наших фондов в состав архива Республики Саха-Якутия. В данное время документы распределены по фондам, ну, более 80 фондам. Да? К нам приходят, сдают документы и любители, и организации, частные лица, юридические лица. И приходят исследователи. Наши материалы востребованы для всех категорий населения. К нам приходят учащиеся школы, что приводят учителя в первые классы, чтобы провести кинолектории на какую-то тему. Приходят студенты, приходят преподаватели. Например, приходит студент сельхозтехникума, который пишет какой-то реферат про сельхозтехнику, старая техника и так далее, в живом виде, как работает, и так далее, он ознакомиться может только у нас. Приходят медики, врачи, если хотят, потому что у нас хранятся, к сожалению, их мало, но есть материалы медицинской конференции на какую-то тему. Приходят учителя, потому что у нас есть материалы, например, того же Арасунского музея этнопедагогики. Это золотая кладезь для производителей теле-видеоматериалов, для киношников. Излюбленные зрелища, конские скачки. Победа приносит славу не только наезднику, но и колхозу, сумевшему вырастить быстрого скакуна. В описании наших документов, да, мы используем любую литературу в поисках. Мы с 1999 года уже выпустили 6 томов каталогов наших фондов с фильмографическими описаниями наших документов. И сейчас уже готов к выпуску 7-й каталог. Наши исследователи пользуются этими, ну, чтобы облегчить поиск любого материала. К нам может подойти, любой желающий внести свой вклад в историю, в сохранение истории, живой истории региона. Но силами одного учреждения это сделать в полном объеме не получится. Поэтому архиважно, чтобы каждый наследник, каждый улус имели свой архив, подобный нашему. Мы сейчас стараемся плотно работать с улусами, с улусными администрациями. До них, до всех доведены методические указания, как снимать, как хранить, как документировать все эти материалы. Есть люди, которым дано общественное задание исполнить эту работу. Да, у нас Николай Егорович Мартынов, это наш общественник. И с ними мы работаем уже 2008 года. Он сдал более уже 200 материалов. И он с таким энтузиазмом, конечно, ходит на съемки. Ну, большую помощь нам оказывает. Мероприятия свои снимает. Ну, у него тоже свой взгляд на съемки. Здравствуйте. Ағалар. Бұғырыға туға қалдың, жақ остар еді. Оттан озым уступ материалым. Бәрін бер бүккені қалар әме, Bu материалы aldım bugün. Юбилейное мероприятие в честь 15-летия общественного ветеранского клуба «Камылек». Алас. Алас, қабылады.
Bilgin baramız bu ustuluk toka ekranı görüyor. Bütün tuğa kaldıktın mı? Ha. Kolon orası. Хорошо. Bu Камылек выставката. Камылектер біле 15 жылдар біледері болып өтеді. Оны баран ұстығытым. После пенсии я занимался фотографировать и съемку делать. У меня камера ДВДР, такой камера работал. И все время снимал всякие разные мероприятия и все время сдавал тут госкинохранилище здесь. Они меня с удовольствием приняли, и так у них накопилось много. И частников тоже занимал, разных, всякие разные юбилеи, и праздники. Мне нравится, когда я съемку делаю. Я удовольствие получаю. Когда фотографирую, когда эту съемку делаю. Общественники в этом благородном труде – это самые настоящие спасатели истории. И таких по республике немного, но они есть. В 2008 году наш институт отмечал столетие академика Мельникова. Это основатель Института мерзлотоведения. К этой дате местное телевидение снимало фильм из цикла «Достояние республики». Вот, в частности, об академике Мельникове. И мы у себя в институте стали искать материалы. Смотрели везде. И вот в кинобудке, это в институте, в актовом зале, тоже мы там смотрели и нашли металлическую такую банку. Да. Открыли, там была пленка. А мы решили, значит, что эту пленку надо где-то посмотреть. И вот Сергей Иванович предложил, что давайте обратимся в Госфильмофонд. Когда они ее действительно оцифровали или просто просмотрели на своей аппаратуре, а уже возможность появилась такая, вот, они удивились, там явно стояла дата 1939 год. И, естественно, все это связано с мерзлотой. Потом наши техники, фильмопроверщики с операторами обработали эти пленки. Вот недавно приходили, общественный просмотр был, и тоже говорили, очень такой интересный материал. Вот что показал вот этот фильм 1939 года, это, значит, экспедиция мерзлотно-гидрогеологическая. С каким удовольствием смотрели вот люди в нашем зале вот эту вот первую экспедицию, отмечали все эти регионы, объекты научные, наледи, ручьи, реки, горы. Сейчас, просматривая эти материалы, оценивая эти материалы, невольно возникает мысль о том, что есть связь между поколениями. Не стоит ли нам сейчас, может быть, современной молодежи, современным ученым провести такую же экспедицию, чтобы дальше что-то это осталось. Поэтому, конечно, эта пленка важна. Она во многом определяет какие-то такие, вызывает такие какие-то чувства гордости за наших предков и за то, чтобы все это продлевалось. Я думаю, что материалы, когда люди находят такие материалы, у них вызывает чувство и сентиментальности, и гордости, и уважения, и наверное, надо искать такие материалы. Помимо этой уникальной пленки, в Институте мерзлотоведения был найден еще один материал, в прямом смысле, в недрах нашей Земли. Вот эта камера, где, значит, была после того, как ее, значит, очистили ото льда, вот взята, ну, наша эта пленка. Ну, толща льда была где-то 1,5 метра, наверное. И вот в 2011 или 2012 году очистили эту камеру, но она находилась вот здесь, вот в этом месте. Ну и после того, как мы, значит, ее аккуратненько тут уже выбрали, то, значит, сообщили вот дирекцию. Посмотреть этот фильм, увидели свои лица там на сардах, как мы работали. Как там
не только вот работа, но и культурный отдых, рыбалка, прочее. Мы там находились в течение 5-6 лет, да, Клим Ну, Витальевич? вроде казалось, прошел такой небольшой перерыв после 77-го до, ну, тут сколько лет, да, вообще-то нет, приличный. Но и то уже интерес был такой какой-то повышенный, понимаете? И представляете, вот когда мы смотрели еще фильм, который, первый фильм, где была экспедиция Швецова и Седова в Верхояние, то, конечно, тут, безусловно, вот такие эмоции, воспоминания, и вот эта действительно связь поколений сразу прослеживается. В дальнейшем надо беречь эти материалы для наших потомков. Конечно, все собранные материалы не должны лежать мертвым грузом. Они должны работать. Этот музей кино, который работает у нас, он работает на общественных началах. Музей есть, и он полноценно работает. Через нас в музей мы показываем кино-видеоматериалы населению, к нам делаем экспозиции, выставки, знакомим население с историей кино, телевидения, как все это развивалось в республике. Рысак открывается митингом, на котором подводятся итоги трудовых успехов. Собравшихся приветствует с праздником второй секретарь Якутского обкома партии товарищ Попов. Вот когда я поступила на работу в Госкинохранилище, да, я тогда еще не знала, да, какое это объемное, значимое, да, это история нашего народа, да, и я горда, что я какую-то лепту вношу. Каждый материал, да, такой интересный материал, каждый из нас пропускает, я думаю, через свое сердце. У всех наших работников ощущение потерянного времени. Ощущение того, что мы сейчас вот стараемся, собираем, и будет ли это существовать дальше, вот опаски есть. Потому что фонды наши хранятся в неприспособленном здании. Если вы подойти с точки зрения архивных требований, наше учреждение надо завтра же закрыть в срочном порядке и все фонды срочно эвакуировать, потому что это ценное государственное имущество, это история республики. В марте 2016 года во время съезда муниципальных образований прозвучала хорошая идея о создании народного движения. Задумку подхватили, и началась работа общественности по сбору и сохранению материалов. Позже правительство республики приняло решение переименовать Госкинохранилище в Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Новый статус этой организации придает работникам сил и вдохновения, дарит надежду на спасение исторического наследия. Мы ожидаем, что в преддверии столетия государственной нашей республики эта проблема будет решена на правительственном уровне. И, наконец-то, появятся полноценные архивы кино-видеоматериалов во всех вузах. И живая история Якутии будет достойно комплектоваться, сохраняться для передачи живого наследия будущим якутянам и всей России, и как вклад во всей мировой культуре. Время утекает сквозь пальцы опущенных рук. Да, верное выражение. Но это не про них, хранителей времени, влюбленных в творение истории, для которых мгновение — это целая жизнь. Они берегут и ценят каждый миг, ведь так велит голос вечности.